нарушения. Рассматривать жалобы 18.1 статьи 18.1 Федерального закона о защите конкуренции. При этом из того, что не имеется административной ответственности, просто выдавали предписания, но в связи с цепленным изменений тоже внесены изменения в части того, что однозначно административная ответственность это 7.32.4 КОАП. Там огромные штрафы при продаже земельного участка, при аренде земельного участка необходимо размещать информацию на торговый. И в случае поступления жалоб мы рассматриваем данную жалобу в случае признания обоснованную жалобу, мы передаем материал должностному лицу, должностное лицо вносит административное наказание в отношении должностного лица, который нарушил. Это там огромный штраф от 30 тысяч, 50 тысяч. И хотел обратить внимание особенно органов местного самоуправления, которые проводят данные торги, что они при проведении данных торгов были внимательны и не допускали нарушения земельного кодекса. Обычно какие нарушения допускаются? Это не размещать документацию или или извещение. Допускается, что неполное или оставляет задаток, или какие-то упущения бывают, неполное извещение, или оставляет документацию, или не размещает протокол. В этом году у нас 8 дел, где органы местного самоуправления не разместили итоговые протокола с победителем, и там предусмотрены также штрафные санкции по статье 17 Федерального закона о защите конкуренции. Хотел также отметить, что статья 14.32 дополнена примечаниями, согласно которому при определении соответствия 32 эта статья применяется в случае сговора между органами власти и входящими субъектами. Размер административных штрафов, исчисляемый от начальной максимальной стоимости предмета торгов, проводимых для заключения договора, срок исполнения которого превышает 1 год. Размер начальной максимальной стоимости предмета таких торгов определяется пропорциональной стоимости предмета торгов за 1 год. Получается, там тоже огромные штрафы,
практика по всей России в случае, если описание объекта закупки не соответствует ГОСТу, то это несение изменений. И штраф на должностное лицо, которое ответственно за составление объекта, за описание объекта закупки. Это у нас контрактный управляющий. Конечно, когда штрафующий 50 тысяч, специалист, у которого там 10 тысяч зарплат, или там 15 тысяч зарплат, для него это награда, поэтому мы всегда за то, что объект закупки при описании, чтобы не надо усложнять эти задания, просто то, что необходимо вам, просто вот это укажите, не расписывайте весь ГОСТ там, на 3 страницах, и в случае, если у вас там, не знаю, асфальтирование или там ремонт работ. Непонятно. Большой ГОСТ по асфальту и расписывается там на 2 листах. Поэтому допускается это нарушение, в случае там штрафа, конечно, для специалиста это огромный штраф. И получается так, что данный штраф висит под ногами у судебных приставов. Также установление дополнительных неправомерных требований к участникам закупки. Это, например, предоставление лицензии. Обычно в охране там устанавливается лицензия, которая вынуждена дальше не предусматривает. Тоже административная ответственность по части 4.7.30. От 1%, но начальник максимальной цены, но не более 30 тысяч. Лицензии на оружие, Да. на ношение, хранение, как это? Как я могу Если лицензию без оружия? Мне надо там практика такая, что в случае, если учетно выдается лицензия, там указывается и ношение, и хранение, но лицензия на охрану, а не отдельную лицензию на оружие и на, да, в общем указывайте, чтобы у каждого охранника была там лицензия, и там каждый охранник должен представлять свидетельство, что он там может носить оружие, это действительно такой что неправомерно. Также вот требования, которые раньше были обязательны, но в связи с отменой постановления правительства ограничения по Турции. Вот, все начали устанавливать, год-полтора по Турции устанавливали, и все сейчас забывают, и участники начинают в самый конец писать жалобы, что вот здесь они установили неправильные требования, здесь у них там стоит ограничение по Турции. То же самое внесение изменения и штраф. И внесение изменения минимум 15 дней. Если это установлено как требование, то по 4-й части. Это как требование, неправомерное требование участия, 4-ю часть. 4.2 это содержание документации. Также нарушение, которое допускает заказчика, это нарушение срока размещения и неразмещения соответствующей информации ИИС. Это отчеты, реестр контрактов. Вот самая проблема в республике это реестр контрактов. Закон предусматривает, при заключении в течение 3 дней необходимо ввести информацию о заключении, и после исполнения в течение 3 дней ввести информацию об исполнении. Нарушение сроков то же самое предусматривает штраф. Нарушили срок, вы нарушили реестр контрактов, это 20 тысяч. Получается, за один контракт вы можете получить 40 тысяч. За исполнение, размещение информации и за заключение. И если у вас там 10 таких контрактов, это посчитайте сами огромный штраф. Но организация, которая меньше 10 контрактов, я пока не видел. Поэтому тоже будьте внимательны и информацию необходимо вносить. Также есть план закупок и план график. То же самое, сейчас конец года и в начале года все должны размещать. Извещение с единственным поставщиками за 5 дней до заключения. То же самое нарушаются сроки.
100, 50 тысяч. Нарушение содержания требований 2017 года чаще всего допускается Министерством здравоохранения и подведомственными ему учреждениями, отделением пенсионного фонда, очень много нарушений Министерства строительства Республики Ингушетия. Это такие нарушители, которые у нас вечно, которые больше всего нарушают. Наверное, у них бюджеты самые большие и торгов больше, чем у других заказчиков. Чаще всего нарушением действия соответствующих лиц является следствием незнания норм законодательства и правоохранительной практики, ввиду чего крайне желательно является повышение квалификации контрактного труда членов закупочной комиссии. Действительно, не в обиду, конечно, муниципальным заказчикам, но муниципальный заказчик очень слабо подготовлен. Потом идут региональные, но федеральных обычно меньше нарушений, может, как я ранее сказал, что закупок меньше, но специалисты очень слабо подготовлены. И вот хотел бы также донести до заказчиков. Вот обычно все думают, что антимонопольный орган разъясняет и направляет какие-то письма, просит вас разъяснить. У нас не имеется полномочий именно у территориального органа по положению у нас нет полномочий разъяснять федеральное законодательство, потому что федеральное законодательство, там, по-моему, сейчас Минфин совместно с ФАСом разъясняет, и в случае, если у вас там возникнут какие-то вопросы, направляете в ФАС России, я думаю, ФАС России действительно, просто когда вы нам направляете, пока к нам попадет, пока попадет в ФАС России, это очень много времени занимает, поэтому лучше вам направлять напрямую в центральный аппарат или Министерство финансов Российской Федерации. Вот хотел бы также остановиться на прямых контрактах. В этом году мы вывели 41 договор, контракт, как их называют, заключенные муниципальными государственными заказчиками на общую сумму более 600 миллионов рублей. Но эта сумма, конечно, я думаю, не окончательная, потому что это только выявлено антимонопольной службой. И также мы направили предложение правительства и главе, чтобы к этим должностным лицам, несмотря на то, что мы возбуждаем по 14.9, это очень долго, пока суд попадет, и наши заказчики всегда найдут выход из ситуации. Вот 3-4 контракта, которые заключались с муниципальными заказчиками, прямые контракты, которые к нам попадали, мы возбудили по 14.9, и главы администрации решили уйти от ответственности по части 2 и дали заключить контракты с своими заместителями. Интересный момент, что и мы главы администрации привлекаем только по части 1, и получается заместители тоже по части 1. Применять часть 2, конечно, не получается, и поэтому мы направили предложение, чтобы в виде дисциплинарной ответственности принимались меры освобождения от занимаемой должности после заключения прямого контракта. Интересный момент, когда мы уезжаем на повышение квалификации, когда коллег спрашиваем, вот у вас есть контракты, которые заключены без торгов, серьезно, они вот смотрят, как будто это, не знаю, как будто там какая-то атомная бомба. Вообще, они удивляются, что вообще есть, что должностное лицо может заключить контракт без проведения торгов. Так что у нас это тоже большая проблема. И поручений не бывает.
Сегодня, конечно, вот, вы спокойно заключаете, но завтра это будет совсем по-другому. Вот. Также хотел отметить то, что 6 сентября, по-моему, вот поменялась ответственность, которую указывает проект контракта. Обратите внимание, что у нас, чтобы не было как с установлением ограничений по Турции, вот все начинают устанавливать одно и то же, потом забывают про это, приходят жалобы, и в конце года у всех там или деньги уходят, или надо срочно заключить. В случае поступления жалоб с указанием, если у вас будет там старая редакция по ответственности, будут также вноситься изменения. И обратите внимание, если вы будете размещать аукционы, то посмотрите, там есть новая ответственность, проект контракта, устанавливаете новую редакцию. Вот, после вступления изменения, там было необходимо указывать административную ответственность, привлекались то же самое. Все указывали требования по 31 статье старую редакцию и приходилось вносить изменения. Так что также внесли изменения 26.07 по случаю несвоевременной оплаты, также установлена административная ответственность в отношении ответственного должностного лица. Посмотрите, по-моему, там от 30 до 50 тысяч. Если вы указали срок оплаты, там, например, до 10 октября не оплатили, то также будет применяться в отношении вас административная ответственность. Тоже изменения вступили в этом году, в июле месяце. Если у вас вопросы по 44-му есть, ответьте на ваши вопросы. Если нет, то хотел бы также коротко рассказать про федеральный закон о рекламе, также который контролирует ФАС России. В этом году нами возбуждено 16 дел. Это в основном в отношении субъектов, которые занимаются оказанием медицинских услуг. Вот, наши бизнесмены, предприниматели просто не в курсе, наверное, или пока не знают, что есть нормы, где в случае рекламирования медицинских услуг они обязательно должны указывать противопоказания. Если это рекламный шрифт, там рекламный шрифт от общей площади вот этой противопоказания будет занимать не более 5% от общей площади, от объема рекламы. Если это, например, видеоролик, там 7%. И у нас вот 7 дел по именно по 24 статье по рекламным услугам. Также есть дела по СМС. Вот, если, я не знаю, если здесь есть такие предприниматели или есть ваши знакомые, то мне, например, приходят эти смс-ки, там, продажи ковров, там, чистка ковров, или там, не знаю, если вам приходит смс и вы не дали согласие на получение данной рекламы, если это вы не поставите галочку, или там, вы можете обратиться в монопольный орган, и в отношении данного лица будет возбуждено дело о нарушении федерального закона о рекламе. И просто хотел бы тоже, чтобы слушали наши предприниматели, что без согласия нельзя направлять